Умная печка, да ведь, Маша? Она сама определяет, какое блюдо, и сама определяет, как готовить. Капуста еще попалась деревянная. Да, деревянная, точно. Вид такой красивенький. Или в детстве помнит, как бабушки готовили. Чей? Яичничей. Ну, не жалуйся потом слишком много. Да? Здравствуйте. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я вот хочу приготовить капусту тушеную с мясом, с фаршем. И Сергей, как штык у меня, он сразу прибежал, сидит и улыбается. Всем привет, друзья. Как же это, Маша готовит, и я схватил штатив и вперед. Да. Камеру то есть, и вперед на кухню. И еще велел приготовить Яичнича. Да, мы не ошиблись. Это не яичница, а яичнича, именно по комы. Ну, по-русски там омлет, только мы будем делать в печке омлет. Но это очень-очень простое, это всем знакомое блюдо, но все равно мы покажем. Ну, вот. Это как мы сами делаем. Мы, конечно, не очень часто это делаем, но... Но это очень вкусно. А из блюд-то всего... Сейчас я поближе приготовлю. Из блюд-то всего. Маша, рассказывай, что ты будешь ложить туда. Молоко, пол-литра, может, чуть больше. Да, вот такая миска. Где-то на пол-литра, да. И 2 яйца сюда разбиваю. Так, это все размешаю, посолю, и все готово будет. И только в печку. Очень легко. Да, все просто и очень даже вкусно. У кого нету русской печи, духовка тоже получается. Сначала держите на 150 градусов. И потом уже в конце добавляйте на 180 градусов. В минутах не скажу, это все по готовности. Никогда не засекали, да ведь, Маша? Угу. Не засекали, сколько это минут бывает. Короче, вот такой процесс. А сейчас можно и потом печку. В русскую печку сегодня засунем. Видите, уже все готово, да? Минута и все готово. Вроде бы нормально. Угу. Соль нормально посолила. Так, все. Сейчас печку засуну. Я уже не буду отходить от своего штабного места, наблюдательного пункта. Прямо с этого места и поснимаю. Просто тоже мы кладем это все в печку и не будем дальше смотреть. Печка должна сама определить, что за блюдо, и сделать. И у нас печка, видите ли, такая экономка получается. Не чисто русская. Но тоже можно печь и все делать можно. Все, готово. Да. Умная печка, да ведь, Маша? Она сама определяет, какое блюдо, и сама определяет, как готовить. Вот так. Деревенская печка, она такая. Начнем с капусты. Ну да, я тоже буду там пару слов добавлять, что и как. Сначала убираем верхний слой, вот эти, которые немножко испачкались и не того цвета. Но многим не нравится мое комментирование, но я... Капуста твердая. А сейчас зимой, это только она в марте еще или где-то... Когда у нас появляется мягкая капуста-то? Где-то в мае, да?
Свежая Обычно. капуста. Да, она, а это твердая еще. Ну, придется. Вот так, на Ой. соломочке Маша режет. Такая твердая капуста. Очень твердая, да? М, Но придется долго, значит, тушить. Слишком твердая. Ну, короче, вот такой процесс. И капуста еще попалась деревянная. Да, деревянная точно. Не знаю. Это слово, кстати, так и есть. Да? М. Вот так постепенно вот и буду потом резать. Вот такие Соломки. соломочки. Даже трудно. Бывает помягче. А если наоборот повернуть, не легче? Нет, Нет, да? режу так. Так режут, да. О, вот совет. Резать, говорит, так надо. Так, наверное, это соломки получаются Да, красивее, прям да? по-другому получится. Да. Именно вот, чтобы соломки получались, надо так резать. Ну все, этот процесс я пропускаю потом. Ну, что, капуста режем капусту. Да ведь, Маша? А в печке у нас яичнича. Да. Готовится. Да. Но я обычно еще, когда лично я сам делаю яичничу, я добавляю муку немножко. Нет. Муку, чуть-чуть муку. И эта мука, знаешь почему? Эта мука не дает, ну, как бы осесть. Это у нас барсик где-то бегает. Аж как лошадь, слышно. Играется. Играется. Один сам. Довольно таки в возрасте уже кот, а начнет придуриваться, да. Сегодня во сне упал с печки утром. Как грохнулся, он спал на печке, и как грохнулся с печки прямо аж на пол. Мы с Машей испугались даже. Были на кухне, даже не поняли, что где упала. Ну все, выключаю. И включусь уже, когда эта вся капуста деревянная наша будет в соломку превращена. Капуста готова. Вот такая миска примерно получилась. Очень Такая. трудно было резать. Ну, капуста попалась, блин, твердая такая, Да, не знаю. слишком твердая. Не знаю, ну, обычно капуста, она мягкая и потом вкусно получается. Но должно все получиться. Лук режу кубиками. И потом... Мы так и не пробовали, а пробовали, чтобы рука не слезится. Сказали, чтобы спичку в рот, ну, между зубов, спичку поставить. И тогда, говорит, не будет слез. Ну, интересный вариант, надо попробовать. И так и не попробовали ведь еще ни разу. Мы по старинке плачем. Все, режем лук, друзья. Мы лук не очень, ну, любим и не очень... Это Сергей не очень любит. Ты говори про себя, а не про меня. Ну и лука, собственно люблю. говоря, не очень много. Сколько тут? Большая луковица и половинку. Половинка, Да. может быть, Да, да. половинку поставить. Вот. Режь, Маша, лук. Я люблю в супе и везде лук. Могу и так кушать, а он... Я не люблю лук. Все, лук закончили. А что ты хочешь делать? А, Жарить поставить. сразу этот, пастеризовать или как? Пожарю, потом морковку заодно тоже сразу. И потом буду ложить капусту. Угу. Ну, короче, лук у нас отправляется там на сковородку. А до этого Маша будет тереть морковь на крупной терке. Морковь 2 штуки примерно, да? Ну да. Средненьких размеров. Морковка своя. У меня она под полом. Еще сохранилась. Еще вон какая твердая.
Да. В этом году я долго держала на веранде. Уже были такие сильные заморозки. И я укрывала, конечно, там одеяльцем. Вот. Потом, значит, как я сохраняю? Пакетики, эти салофановые пакетики засунула. Вымытые уже, чищенные, не чищенные, ну, вымытые морковки. И, значит, этот пакет я делала дырочки. Ну, там иголочкой натыкала, чтобы воздух поступал, наверное, туда. Ну, маленький, так, ну, чтобы дышал пакет. Ну, да, пакет дышал. И где-то я это услышала, кто-то мне это тоже рассказывал. Вот и попробовала. Ну, и морковка вон. Отлично хранится, да? Да, хранится очень хорошо, да. А то обычно потом... У меня всегда... Да, ну... Мягкая становится. Ну, подвал теплый, и да, она да, становится... Да. А сейчас вот, как видите, у меня своя морковка, твердая морковка. Сохранилась еще. А свеклу в этом году всю полностью сделала салаты, сварила так. Даже свежими ничего не оставила. Сковородку. Лук поставила. Сейчас пусть пожарится немножечко. Вот. Так, лук пожарили немножечко. Сейчас я морковку кладу сюда. Так, а теперь вместе с морковкой пожарим. Угу. Пусть пожарится сейчас так немножечко. Так, у меня это все жарится. Сюда можно добавить томатную пасту. Но я хочу сегодня капусту сделать с фаршем, свиным фаршем. И буду томатную пасту туда добавлять. Когда, конечно, без фарша, то сюда сразу кладу вместе с луком, морковью, обжариваю томатной пастой. А так мясо пожарю и после уже добавлю в капусту. Значит, морковка, лук у меня готова, да? Сейчас буду класть капусту сюда. Так, постепенно буду так, снизу все вверх поднимаем, лук, морковку, капуста, что внизу осталась там. Лопатка у тебя, по-моему, маленькая. Лопатка маленькая, да, взяла маленькую лопатку, но ничего. Так, пусть пожарится немножечко, потом остальное добавлю. Так, минуты 4-5 минут, наверное, обжарила. Потом дальше добавляю капусту. Так. Дальше также. Дальше также обжариваем 5 минут. И потом остальное, что осталось у меня, потом это добавлю. Лопатку уже побольше взяла. Трудно стало с маленькой перемешивать это все. Так, жарим 5 минут. Добавляю остатки капусты, что осталось. Так, и все это еще постепенно размешаю потихоньку. Так, пусть пожарится. И потом водичку добавлю, чтобы тушить. Так. А тушить сколько времени придется? Ну, где-то может. Я на вкус попробую, потому что капуста очень твердая. Сколько минут потом придется жарить, это уже будет видно по вкусу.
там полчаса или больше. Посолю. Ну, а потом попозже попробую, как там нормально или не нормально, или посолилась. Надо добавить еще соли или нет. Ой, как давно уже капусту не жарила. Что вчера смотрю на капусту, да прям так захотелось. Вот и сделала потом сегодня. Потому что очень уж захотелось капусты, тушеной капусты. Так, пусть пока пожарится сейчас немножечко. Так, потом сюда я водичку добавлю. Вид такой красивенький. Золотистый такой вид получился. Угу. Некоторые перец добавляют. Ну, можно же, конечно, но я вот что-то не добавила. Ты же сказала, что это фарш будет добавлять, это все. Но фарш-то я добавлю, просто еще режут перец, сладкий перец. Кому как нравится. Все вот по-разному делают. Так. Сказала бы, где еще этот перец сладкий зимой в январе у нас найти. Так, водичку добавляю. Так, все. И пусть у меня это будет тушиться. Так, потому что капуста твердая. Полчасика пусть протушится. Все, крышкой закрываю. И на полчасика. Так, у нас пока капуста тушится, я буду жарить фарш. Вот. Пока пожарим фарш. Значит, жарим фарш. Перцу. Свежемолотый. Да, свежемолотый. Аромат такой от перца идет еще. Так, и добавлю приправы для свинины. Так, немножечко. Вот. И все это обжариваю. Еще сюда томатную пасту положу. Так, добавляю томатную пасту. И это все обжариваем. Обжариваем это все. Томатная паста пусть цвет поменяет. Посветлее будет. Пока там у нас, друзья, тушится все остальное, фарш и капуста, у нас время, наверное, сейчас будем смотреть на нашу яичничу. Яичничу. Не яичницу, яичничу. Какого цвета там она? Вот такой. Вот так она выглядит. Сейчас покажу. Вот так. Это кушают всегда на холодное. Вот это вкусняшка. Это вкусняшка. Кто в деревне живет или жил, или в детстве помнит, как бабушки готовят, они представляют, что за это вкусняшка, когда это все остынет. Вообще шикарное блюдо, конечно. Но это надо, чтобы оно полностью остыло. Потому что если вот сейчас попробовать, да ведь, Маша, там образуется вода. Потом вода образуется. Надо, чтобы остыло. И это будет супер вкусно. Супер вкусно.
Яичница, конечно. Да. Яичнича. Яичнича. Да, да, да. Правильно сказала, яичнича, да. Да. Все. Все у нас уже, так сказать, ждем, да. И уже включимся, когда будем фарш добавлять. Угу. Так ведь? Да. А то у нас такое сегодня растянутое видео. Ну, домашняя обстановка, что? Маша выходная, сидит дома. Не сидит дома. Когда-то я сидела Обманулся, извините меня. Не сидит, а... Ты сяду. Да. Маша почти никогда не сидит, если честно. Да, работы по дому-то хватает. У всех, наверное, так и есть. Все, ну, не жалуйся потом слишком много. Да? Все, выключаешь. Угу. Да, кот мяукает. Все жалуются. Да. Кто на кого. Так, капуста у нас уже как бы уже готовая. Так. Полуготовая. Ну да, полуготовая. Сюда сейчас добавлю я фарш. Так, добавлю фарш. Лавровый лист уберу отсюда. Потому что мне не очень нравится, когда лавровый лист потом такой, ну, не очень вкус такой получается. Я не очень люблю лавровый лист. Так, это значит все я сюда. Ну-ка, подожди. Добавила. Пока не размешай. Ну-ка, поближе на камеру поставил этот. Сковородку поближе, ну-ка, подними. Какой красивый вид отсюда. На камеру прям близко-близко. Вот такая, вот это супер вкусняшка, да. Вот это да. Сейчас. Это я размешаю. И все я размешаю. Минутки 10 протушится, и капуста будет готова. Так что еще 10 минут. Я еще добавляю сливочное масло. Еще вкуснее будет. Да, Серега? Сережа. Вкусно будет, я знаю. Вот, с маслом. Сливочным маслом все вкусно. Должно быть. Так, у меня капуста готовая. Плиту я выключаю. Вот, и пусть доходит до готовности. Все. Все, выключила. У нас капуста готова. Ну все. У меня, значит, капуста. Я плитку выключила. Капуста пусть доходит. Готовится, пусть доходит. А яичнича вон на столе стоит, готовая уже. Остынет. И у нас потом будет обед с капустой, с яичничей. Чей? Яичничей. Нормально все. Вкусный обед, позитивными моментами. Вот. Будем кушать. Да как получается. Будем кушать и улыбаться. Ой, ладно, уж что потом. Яичнича. Яичнича. Чья яичнича? Наша яичнича. Вышла на улицу, не удержалась от такой красоты. И покажу вид. Это у нас вид из окна через дорогу. Такой красочный лесочек у нас такой маленький. И очень даже красиво. И вот вышла вам показать эту красоту нашу. Вон солнышко уже садится у нас. Уже вечереет.
Сегодня погода была красивая, холодная, 26 градусов показывала. Деревья такие красивые, все синие. Да, сюда бы Дед Мороза со Снегурочкой и сфоткать. Да, красиво. Как видите, сегодня собака у нас не лает. Тишина даже. И голоса даже не слышно. Успокоилась. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Ну, друзья, положили мы все на тарелку. Ну, яичницу-то едим с миски всегда. Ну и вот так выглядит наша капуста. Сочная, вкусная. С мясом. У Маши тоже то же самое. Тарелка. Ну и яичницу еще будем пробовать. Маша ждет. Аппетит разыгрался. Все, покушаем. Да. Ну что, Мария? Будем пробовать. Пробуем. Пробуем капусту, пробуем. Ты капусту пробуй. Я, да. А я буду яичницу. И немножко пару слов расскажу про эту яичницу. Она уже... Вкусная, да? Ну, я знаю, что вкусная. Я про яичницу говорю. Ну, давай. Она остыла уже. Сейчас немножко будем пробовать. Она вкусная. Ну, соль хватает нормально. Нормально, вкус детства. Вкус детства. Я могу эту тарелку полностью съесть. Очень вкусная. И капуста. Самый простой рецепт вот этой яичницы. Яйцо 2 штука на миску и молоко доверху. Все. И соль. И больше ничего не надо. И самое вкусное получается это. Некоторые моменты скажу. Раньше эту яичницу делали из молока. Ну, вот корова родит, и сразу же вот она молоко-то жирное, да? И делали вот из этого молока. Никаких яиц туда не добавляли. Оно получается жирное, и на любителя это тоже. Но некоторые очень любят такое. Естественно, корова не каждый день рожает там. И вот с яйцом так получается. По-русски, наверное, омлет просто называется. Но по-коми яичнице. Ну и попробую еще у Маши капусту. Я знаю, что она вкусная. Капуста по-домашнему. Ну, мы так делаем. Да. Все ведь по-разному делают. Попробуйте так капусту приготовить. Вам понравится, друзья. Уверен на 200%. И яичницу делайте. Я уже говорил, что если нету печки русской, духовка, также получается. Держите сначала на 150 градусов. Где-то полчаса. И может еще 180 добавляйте. Главное, чтобы она не закипела. Когда закипит, это значит уже технология процесса нарушена. Вот. И дайте ей остыть. Так что, Мария Олеговна, ставлю тебе оценку. Жирный лайк. И 5 за такие вкусняшки. Очень вкусно, Маша. Ну, спасибо, как муж говорил, очень большое спасибо. Ну да, капуста всегда... Мне вообще капуста очень нравится. Ну и которые любители, да, пусть приготовят. Очень вкусная, нежная, с перцем. Да, все, перец такой ароматный перец. Перец что используем мы из Германии. Очень ароматный перец понравился. Почти при каждой готовке используем это, да. И не устаю хвалить. Вот. Ладно, друзья, заканчиваем. Может, фильм получится немножко длинноватый. Ну ничего.
Маша даже выходила, пока яичница остывает, поснимать. Успела. Да, успела поснимать. Природу. И все такое. Природа очень красивая сегодня. Сегодня морозец такой, солнце, небо тоже так же чистое. И вот. Сегодня, а с завтрашнего дня уже метели обещают, и погода немножко поменяется чуть-чуть. Даже до плюсовой говорят, а это в зиму что-то как-то и не хочется, чтобы плюсовая была. Рано еще плюсом-то быть. Вот. Ладно, друзья, заканчиваем. Всем большое спасибо, кто нас смотрит, кто нас поддерживает добрым словом, кто поддерживает добрыми советами, а не так, как вот некоторые тоже. Я, конечно, прислушиваюсь, но когда меня ломают и говорят, не говори, ты там не комментируй, это меня немножко, ну, свой канал огорчает, да, огорчает. Я дома-то имею, наверное, право иметь слово сказать себе. А кому не нравится, так просто отключились, да еще, а не надо потом там, я ухожу, пишут там, одна женщина написала, я ухожу, я говорю, молча, можете уходить? Нет, говорит, пускай все видят. Да, не вопрос, уходите, если не нравится. А дома-то я, наверное, имею право, какой-то голос, нет? Да. Тем более, вот создается впечатление, что я как бы немножко диктатор, да? Я там диктую что-то Маше. На самом деле это не так, и Маша это прекрасно понимает. Вы же понимаете, что прожил там вместе уже 28-й год, наверное, мы друг к другу уже немножко притерлись. И она мои шутки понимает, когда я шучу, а когда я действительно зол или серьезен. Наверное, так, Маша, давай. Да. И я прекрасно то же самые моменты понимаю, когда можно шутить с Машей, а когда лучше уже в сторонку отойди и просто сиди, Серега, тряпочки молчи. Вот. Ладно, пожаловался я чуть-чуть, да? Все, не будем о таком плохом, все нормально. Каждого подписчика уважаем, любим, ценим. Это повторяю и не устану повторять. Все, всем пока, друзья. До новых видео. Всем пока.